Здравствуйте, это программа «Интервью дня» на телеканале ТУВА-24 в студии Татьяна Рамазанова. И сегодня с моим гостем мы будем говорить о положении дел в строительной отрасли республики, в частности о жилищном строительстве. В студии исполняющий обязанности министра строительства Республики Тыва Аяс Владимирович Хунайол. Здравствуйте. Здравствуйте. Аяс Владимирович, мы встречаемся накануне профессионального праздника строителей, который отмечается в этом году 8 августа. Что вы в целом можете сказать по вашей отрасли, насколько повлияла пандемия на ход строительных работ? Минстроем Российской Федерации строительная отрасль в прошлом году во время возникновения вот этой эпидемии коронавирусной инфекции строительная отрасль определена как драйвер развития экономики. Соответственно, такое же направление у нас было взято по республике, и тенденции по снижению объемов строительства, что за прошлый год, что в текущем году, не отмечается. Дома для детей, сирот, строительство, переселение граждан из ветхого аварийного жилья, строительство домов в Кызыле эконом-класса. Вот, пожалуй, те основные моменты, которые интересуют жителей нашей республики. Ну, давайте остановимся на строительстве домов для детей-сирот. Вокруг них всегда очень много вопросов. Как выполняется эта программа и где в ближайшее время в Кызыле, в каких канtonах республики будут сданы дома для детей-сирот? В общем, в текущем году у нас по обеспечению домами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году строится 661 помещение. Значит, из них, получается, переходящие, запланированные к строительству в прошлом году, это 500 помещений было. Финансовые средства были дополнительно доведены к концом года, поэтому часть объектов у нас перешло на этот год. Соответственно, по данным объектам у нас в городе Кызыле ведется строительство объектов в микрорайоне «Спутник». Подрядчик у нас ООО «Энергострой». И дополнительно у нас строится помещение по улице Иркутской. Кроме того, в муниципальных образованиях в районах строятся дома для детей-сирот. По каждому муниципальному образованию определено количество и подрядчиками все-таки в текущем году данные объемы будут достроены. Аяс Владимирович, совсем недавно мы с вами встречались в поселке Сукпак, где также строятся дома для детей-сирот. И этот участок инспектировал в Рио главы республики Владислав Хавалык. И тогда прозвучала такая фраза, что за последний год беспрецедентное количество домов строится для детей-сирот. И особенно сейчас визиты Минстроем те дома, которые были заброшены, и сейчас идет их дальнейшее строительство. То есть найдены подрядчики. То есть работы как бы получили большее развитие. Это так? Да, действительно, это, получается такая ситуация у нас, что взяли тенденцию такую, чтобы объекты, не завершенные строительством, в прошлые года были все-таки завершены строительством и переданы детям-сиротам. Значит, в том числе в прошлом году по незавершенным объектам у нас было законтрактовано 114 помещений, из которых мы там 18 помещений были переданы, и 96 это 2 дома по улице Иркутской, 2 дома по 48 квартир, они сейчас завершены строительством, оформляются документы и в ближайшее время будут переданы детям-сиротам. Ну, вы как никто лучше знаете, что ко многим подрядчикам очень много вопросов, претензий. Особенно те, которые начинали дома, потом бросили, у них нет денег на завершение строительства. Что делать в этом случае? Ну, на самом деле у нас получается такое несоответствие. Это стоимость 1 квадратного метра, выделенного по субсидии.
на тот момент, скажем, по тем объектам, которые были брошены, она не соответствовала действительно сметной стоимости строительства, в связи с чем возникли проблемы у подрядчиков с завершением данных объектов. Данное несоответствие, оно в процентном соотношении доходило до 50%, соответственно, подрядчики не могли на свои средства данные объекты закончить. Кроме того, в текущем году мы также изыскали финансовые средства на завершение объектов. Также, получается, у нас 23 помещения, также незавершенных в прошлые года, будут завершены в этом году. И дополнительно еще один 48-квартирник, тоже по улице Иркутской, также будет завершен в этом году и будет передано. А по программе еще планируется ведь строительство домов для детей-сирот. Как избежать таких ситуаций, когда подрядчик, который взялся за строительство, не может его завершить? Может быть, изначально обговаривать какие-то? Все-таки вот эта тенденция несоответствия, получается, выделенной субсидии, да, со сметной стоимостью, она у нас также отражается в тех проектах. В прошлом году мы по новым проектам, которые были у нас запроектированы, было построено 19 домов, сметная стоимость которых значительно превышает стоимость по выделенной субсидии. Ну а как этого избежать вот ближайшее, все-таки на ближайшее будущее? В ближайшее время, получается, Минстроем Российской Федерации, да, утверждена новая методика расчета стоимости 1 квадратного метра, и Минфин согласовал данную методику, и, соответственно, будет по новой методике вырастет стоимость 1 квадратного метра. То есть, получается, дома станут более качественными, потому что подрядчик, не имея дополнительных средств, и иногда вовсе не имея их, начинает покупать дешевое. Так получается? Тут получается у нас ситуация какая по подрядчикам. В связи с тем, что у них сметная стоимость выше, они начинают экономить на стройматериалах, на зарплате рабочих, в связи с чем некачественно выполняются работы. В отношении таких подрядчиков мы все-таки ведем претензионную работу, устраняем замечания. Если эти замечания возникли в ходе эксплуатации домов, то по гарантийным обязательствам они должны все-таки устранить данные замечания. Аяс Владимирович, где сегодня строятся дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья? Получают ли они свое жилье? Это отдельные дома, либо какие-то квартиры в жилищных застройках? На сегодняшний день по программе переселения из ветхого аварийного жилья расселены 63 840 квадратных метров или 4984 жителя. В остатке у нас получается 19 400 квадратных метров, из которых 5800 – это заключение договоров мены и найма, по которым муниципальное образование города Кызыла и поселка Ховоксы отрабатывает в настоящий момент. Остаток принятый к строительству у нас 14 600 квадратных метров, по которым ведется строительство 13 домов, это 6 в поселке Ховоксы, там у нас строится 278 помещений. В поселке Ховоксы у нас строится 6 домов, 90 квартир. В городе Кызыле у нас строится 7 домов, количество квартир 178. В общем у нас получается 278 квартир строится по данной программе. Завершение строительством, получается, планируется ввод в эксплуатацию по ним в сентябре-октябре текущего года. Соответственно, и дальнейшее заселение до конца года. Аяс Владимирович, мы все время говорим в последнее время о развитии жилищного строительства в городе Кызыле, чтобы меньше было частных домов, а были многоэтажные дома. Куда будет расти Кызыл, где сейчас находятся строительные площадки? В общем, у нас
ведется проектирование 5 проектов планировки территорий, в том числе по городу Кызылу 3. Это у нас микрорайон «Спутник», кварталы 3-4, микрорайон Иркутский и микрорайон Московский. По ПГТ Каахему у нас микрорайон Преображенский и в Хавалксах у нас микрорайон Юбилейный. Значит, в данных микрорайонах планируется строительство по квадратным метрам, если в общем смотреть, более 700 тысяч квадратных метров. Дополнительно у нас рассматриваются такие микрорайоны, как микрорайон Полигонный и микрорайон Горный, на который у нас изъявил желание зайти инвестор-застройщик «Трансстрой». В настоящий момент им подготовлены мастер-планы и планируем передачу земельного участка То есть, для дальнейшего проектирования и начала строительства. То есть одна из основных работ Минстроя – это поиск инвесторов, которые хотели бы зайти в нашу республику и начать строить, правильно? Да, получается. Инвесторы сейчас есть? По 2 микрорайонам, это Московский и Иркутская, у нас достигнута предварительная договоренность с Дом РФ Development. Тоже ведем переговоры по передаче, подготовке к передаче земельных участков. И, соответственно, будем, я так думаю, дальше работать с ними. Помимо жилищного строительства, какие социальные объекты строятся в нашей республике? Ну, в настоящий момент у нас большей частью реализуются школы и детские сады. В текущем году мы заканчиваем школу на 825 мест на ЛДО. Кроме того, у нас будет закончено строительство 3 детских садов на 280 мест. Это 2 в городе Кызыле и 1 в Шаган-Арых. И 2 пристройки для ясельных групп. Получается по 30 мест. Это поселки в селе Ятал и в селе Тели. Ну и кроме того, по социальным объектам у нас ведутся капремонты объектов домов культуры, медучреждений. А те объекты, которые строятся по национальным проектам, они тоже в вашем видении? Но мы в данных проектах мы являемся соисполнителями у Минобразования. Это программа «Демография и образование». Спасибо, Яс Владимирович, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Интервью дня», и в студии о развитии отрасли строительства в Туве мы говорили с исполняющим обязанности министра строительства Республики Тыва Аясом Владимировичем Хунайолом. Спасибо, всего доброго.